Так, значит, нам нужно выбрать базилик сушеный. Думаю, подойдет. Дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях, ну и уже тут хозяйничаем на кухне Якутского технологического техникума сервиса имени Юрия Готовцева. Сегодня будем заниматься фуршетными закусками. Поможет нам с этим делом преподаватель по поварскому делу Инна Соловьева. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вот я выбрала базилик сушеный. Подойдет? Подойдет отлично. Прекрасно. Запах такой вот, прям летом пахнет. Сегодня мы с вами будем готовить фуршетные закуски брускетта и сэндвич. Брускетта к нам пришло из Древней Италии. Ранее крестьяне, они брали с собой на работу в плантациях черствый хлеб или засохший хлеб с маслом. В основном использовали оливковое масло. Потом со временем это у нас произошло с добавлением всяких, в основном, помидоров, и полностью идет уже как закуска сейчас. В 25 году вот эта фуршетная закуска, она у нас так называемый в тренде. Сейчас все рестораны, все кейтеринг-услуги обязательно включают в себе брускетту. Сегодня у нас будет 4 вида закусок, 3 вида с разными начинками брускетта и сэндвич. Самое ходовое получается блюдо из брускетта – это брускетта со свежими томатами и с творожным сыром. И обязательно там добавляют либо прованские травы, либо вот как раз таки базилик сушеный, либо свежий, и микрозелень, как декор. Замечательно, классно. Ну что, как-то давайте приступим, да? С чего начинаете? Так, сегодня у нас будет брускетта из крем-чиз с крабовыми палочками. Будет, получается, брускетта с сырокопченой шейки свиньи и также с творожным сыром. Будет еще брускетта с печеным перцем и сыром фета. И сэндвич будет классический из черри помидоров и с кедровыми орешками. Брускетта с крабовыми палочками и крем-чизом. Надеваем перчатки и соблюдаем технику безопасности, да? Да. Для того, чтобы приготовить вообще брускетта, самое основное – это у нас багет. Из багета мы с вами делаем вот такой, получается, бутерброд-ломтик. И обязательно хлебушек нам надо подрумянить. Подсушить, да. Можем, получается, вот как я сегодня сделала, все разрезаем, да, сбрызгиваем маслом и, да, вот в духовочке. Либо можно в сковороде. Крабовые палочки берем и вместе с вами будем делать, так скажем, пасту, пюрешку. Кидаем наши палочки. Они уже очищены? Уже очищенные, да, примерно. Творожный сыр? Да, классический обычный творожный сыр. Такой консистенции у нас должно получиться. В кондитерский мешок все перемещаем, да. И как кремушком будем проводить через наши брускетты. Так, это всю нашу консистенцию сюда перемещаем. Нарезаем черри кругляшами, кругленькие. То есть напополам? Нет, вот так. На кругленькие. Как правильно сказать, я уже забыла. Дольки? От волнения. Дольки кругленькие. Да, одну брускетту, где-то 2 штуки таких маленьких черри. А закуски вообще фуршетные, они выделяются тем, что у них именно оформление
красивое, притягательное. Мгм. Поэтому стараемся выбирать все самое красивое, все самое свежее и вкусненькое. Как красиво вы это выдавливаете. Мгм. Ну, это целое искусство, Так, друзья. в остальную половину можно просто намазать также творожным сыром, который у вас есть. Мгм. Далее берем черри и начинаем укладывать. То есть не просто, вот знаете, вот раз нашлепали, да, а вот красивенько вот так вот рядочек такой вот, даже не рядочек, а вот волна такая помидорная получилась. И берем зелень, Петрушку. любой. Любую. Вообще идеально подходит у нас микрозелень. Мгм. Микрозелень, особенно сорт гороховый. Для красоты. Мгм. Но также получается Неплохо и с обычной Петрушка. петрушкой, и обычный петрушка, укроп. всё. Берем пинцет, и с помощью пинцета мы Красиво укладываем. укропчик, декорируем да? наши брускетты. Это уже декор пошел. Это уже декор. Красиво. В общем, То есть трапеза, она должна быть такой эстетичной, да? Не просто вот. Все эстетично. Вот, базилик, наконец-то, звездный час наступил. И чуть-чуть, да? Буквально вот чуть-чуть сверху. Во, красота. А вторая брускетта у нас будет с творожным сыром и с чесночком, со свиной шеей сырокопченой. Сырокопченый. Вообще можно использовать не только свиную шею сырокопченую, можно использовать еще и солями обычные, колбасное изделие, и также можно грудинку. Но вообще идеально подходит именно вот такие свиной шеи, то есть как мраморная, так скажем. Да, мраморное мясо. Но на самом деле, наверное, у итальянцев это мраморное мясо, да? Вот, было, видимо. Так. Так, сейчас мы будем также вот творожный сыр Опять-таки. отправляем в наш блендер, добавляем наш чесночок и наш полностью творожный сыр. Так. Чесночок добавляется в целях того, чтобы повысить аппетит человека. И главное не переборщить. А кто у вас учится? У нас студенты приходят после 9 класса и 11 класса. Сколько лет учатся примерно? 3 года, 2 года? Например, на повара-кондитера обучаются после 9 класса 3 года. Обучают полностью как универсальный повар, то есть это горячее, холодное, национальные блюда, мучные изделия, кондитерские изделия. Кто еще приходит к вам учиться? У нас, получается, мы проводим курсы повышения квалификации. Там любой желающий может прийти и обучиться на повара. То есть обучение у нас длится где-то 2 месяца, теория и практика. Получается, с этой корочкой вы можете официально уже трудоустраиваться поваром любого цеха. И уже заработная плата там зависит от ваших работодателей. Но вообще вот наши, так скажем, выпускники курсов, они у нас работают вахтовым методом и говорят, то, что у них заработная плата прям довольно неплохая. большая, да. Сейчас мы будем резать как раз-таки дольками наши черри. То есть уже вот такая будет. На 4 части. Вот. То есть тоже на каждый хлебушек это примерно по 2 По 2 помидорки. по 3, по 4 помидорки будет. Это уже зависит от размера нашего багета. Где-то так.
Ну, вообще здорово. Мне кажется, вот такие брускеты, они подойдут, наверное, ну, как мы уже говорили, и для обычной трапезы, да, в обычный денек, когда хочется что-то вот такого необычного. Фуршетные закуски в основном используют на праздниках для поднятия, так скажем, аппетита перед началом, так скажем, ну, праздника. Праздничного обеда. Да. Ужина. Так, сейчас мы с вами берем Так, вот шейку. Шейка свиная. Мгм. Ой, одно название какое вкусное. И Так. режем вот такую шейку, Мгм. допустим, пополам. Чуть-чуть произвольно я сделала надрез. Мгм. Мгм. И ну, вот такое получается. Так. Вот Ну, в общем, по такое. размеру багета, да? Мгм. И так произвольно будем вот так ложить. Сейчас из огурчика я хочу вам показать, как можно сделать, так скажем, декор и в то же время освежить вкус наших брускет. Мгм. Берем овощечистку обычную и просто вот так до конца чистим, так скажем, вот на такие полосочки, Мгм. такие тоненькие полосочки. Получается. Мгм. Ух ты. Мгм. И из них мы будем сворачивать рулетики Мгм. для того, чтобы положить наш брускет. Мгм. Да, допустим, все. Берем брускеты Мгм. и вот так, Выдавливается, да? чуть-чуть. Такими розочками, да? Можно Какими-то? розочками. Мгм. Опять-таки размазать, да, половинку? Мгм. Мгм. Размазываем полностью. Так, и тут, получается, берем Мгм. и так произвольно ложим. Так, нашу шейку. Мгм. Так. И так, берем дольки. Вот так. Так, и сверху сажаем вот эти дольки помидора. Мгм. Огурчик Мгм. мы берем и сворачиваем в кругляшок, в рулетик точнее, ставим. Ну, можно сверху, наверное, да? Как-то вот. Нет? Так, давайте-ка я попробую вот это брать. Давайте. И вот здесь Мгм. положить. Вот как здорово получилось. Мясная шейка. То есть как вот так ее так не всякое разное, как, ну, в общем, как душа, как говорится, просит. Как душа ваша ляжет, Да, как ляжет, так так и и ляжет мясо. так и ляжет мяско. Ой, мяско, оно всегда ляжет как надо. Так, особенно для... В общем, вот так. Прекрасная такая закуска. Ну, вообще, можно я тоже попробую Ага. сделать вот этот вот розочку, мимозочку из огурчика. Мгм. Так, в перчатках работать очень, не очень как бы удобно, но я Надо. думаю, да, вот Мгм. такая розочка у меня получилась. Мгм. И помидорочки. Ага. Помидорочки можно вот притулить вот здесь сбоку, да? Вот, неплохо. И какой там декор еще у нас? Давайте Веточку укропа. маленькую, такую симпатичную, мохнатенькую, пинцетиком. Ой, это ж надо прям пинцетиком, вот так вот. Ну вот, как-то вот так. Вот так. Все. Очень Вот. красиво. Значит, у нас получилось, посмотрите-ка, две такие симпатичные брускеточки. Мы их убираем, да? Мгм. И дальше двигаемся.
Сейчас у нас третья брускетта с печеным перчиком. Так. Вы пока выбираете красивенькие багеты брускетта. Я пока нарежу перчик. Для того, чтобы приготовить, это очень легко на самом деле, вот этот как раз таки наш, вот эта брускетта. Для этого мы берем перчики, запекаем в духовке. Солим, перчим Нет, или что? Нет, просто- ничего, просто просто запекаем. без ничего. А на скольки градусах? Где-то на 180, где-то 15-20 минут. После того, как она запечется, обязательно, когда перцы еще тепленькие, надо очистить от кожуры. После того, как вот вы снимаете, вот, можете добавить оливковое масло, можете добавить кунжутное масло. Сверху сбрызнуть, да? Ага, после того, как вот сейчас нарежем, Мгм, мгм. и мы добавим с вами кунжутное масло. Так. Вот. И самое главное у нас получается ингредиент еще, это у нас сыр фета. Мгм. Сверху будет просто как, так скажем, как песочек. А сейчас мы как раз таки будем добавлять у нас кунжутное масло Мгм. и чуть-чуть можем посолить. Хорошо. Так, добавляем кунжутное масло, совсем чуть-чуть. И также чуть-чуть солим. Посолили, присолили. Можно еще добавить прованские травы, она тоже также освежающий вкус у нее. Так, все тщательно перемешиваем. Так, и берем наш творожный сыр, какие выбрали. Вот. Ага. Просто будет как маслом, Как основа. как основа, да. Как основа. Все быстренько смазываем. Так, добавляем наши перчики. Слишком много как бы тоже не надо. Так, визуально надо чуть-чуть вот так объемом Мгм. выделять, Мгм. чтобы казалось, что там очень объемненько, красивенько, воздушненько. Мгм. Вот какой перчик. Прям запах такой, знаете, очень кунжутным маслом пахнет. Мгм. Теперь берем наш сыр. Мгм. Сыр у нас такой, вообще фета, оно такое рыхленькое. Мгм. Такое рыхленькое. И просто добавляем наш, вот так, произвольно. Как творог будет выглядеть Мгм. сверху. Вот, Сооружать. сыпем. Наш сыр это и есть как декор. Ага, Тут. все понятно. Сэндвич тоже на таком хлебушке. Нет. Мы пока убираем это. Сейчас я покажу. Мы будем делать с вами вместе вот такой сэндвич из багета. Тут начиним получается нашим творожным сыром. Сверху также красивенько будем ложить также наш творожный сыр с чесночком. И сейчас мы будем мелко резать помидоры черри Так. и пожарим кедровые орешки. Мгм. Понятно. Так, сейчас Интересно. покажу, как мы будем делать Да, нарезка такой такая сэндвич. интересная. Так, берем багет. Надо резать где-то 3 сантиметра, 3-2 сантиметра, Ширина. потолще, да, потолще. Так, отделяем вниз, вот так, чтобы она так стояла. Мгм. И сбоку тоже убираем, чтобы она выглядела как сэндвич. Как квадратик. Мгм, вот такое. И посередке чуть-чуть, где-то сантиметр, надрезаем, чтобы
положить туда нашу начинку. Мгм. Вот и все. Вот. Мгм. Плиту мы с вами не растительным, не оливковым, никаким маслом не замазываем. Мы просто в разогретой сковороде чуть-чуть, Поджариваем. да, чуть-чуть обжариваем для того, чтобы у нас аромат вышел, для того, чтобы вкус был. Мгм. Просто вот так помешаете. А будет это сколько примерно жарить? Где-то 2-3 минуты. Ага, 2-3 минуты на Мгм. большом огне, да? Это уже, 150. ага, где-то вот так. Ага. Мягче станет у нас кедровый орех? Нет, Нет. она сама по себе Это мягкая. просто, в общем, он будет как бы даст какой-то аромат и раскроется, да? Да, Мгм. полностью раскрывается. Ой, вот уже запах пошел такой вкусненький. Так. Они уже поджарились аж на вот. Хватит? Мгм. Да, все. Хватит. Так, как Хватит. выключить? Просто еще раз нажмите на кружочек Ага. и еще раз. Все. Сейчас мы с вами режем на мелкие кубики. Почему? Ну, иногда бывают такие вопросы, почему определенные размеры кубиков, Да, как вообще да, должно да. быть. Так как у нас, как мы сказали, брускетта, вот видите, маленькая, надрезик маленький. Сэндвич. Да, Мгм. соответственно, и вот наше сырье должно быть мелко нарезано. И самое главное, чтобы все куски были одинаково порезаны, Мгм. чтобы не испортить наш вид. И когда мы кушаем, тоже, чтобы не Мгм. было нигде где-то большой кусочек, где-то маленький кусочек. Хорошенько держим наш кондитерский мешок, Мгм. чтобы прям давление было, надо покрутить. Мгм. Капельку, так скажем, сыра, Мгм. чтобы замазать Мгм. сюда. И хорошенечко сейчас будем с вами делать такой Мгм. В общем, такая шапочка получилась. Прям можем Так. чуть-чуть вот так сделать, чтобы не сильно втаскивала, вылезала. И сверху, да? Сверху, ой, сверху кидаем. Посадить. Мгм. Помидоры. Черри. Ага. Наш черри. И И добавляем посыпаем. Мгм. нашими орешками уже. Тут не важно, прям большое количество как бы и не надо. Мгм. Вот, где-то так получится. Вот такая красота получилась. Ага. Сейчас попробую я сделать сама. Значит, как сказали, вот так. Мгм. Теперь внутри замазать нужно. Ой-ой-ой, размазать. Так. Мгм. Сверху мы снова. Ой-ой-ой. Так. И вот так идите. Ну вот так. Так, теперь значит, берем томат. помидорки, томаты наши и сверху вот так вот накидываем, накидываем и накидываем. И Вот. кедровых И сверху орешек. кедровых орешков. Добавляем орешки. Вот у нас как получилось. Вот так вот. Все. Вот. Ну и, собственно, все. Ну что, дорогие друзья, вот у нас и получилось разнообразие различных брускет и сэндвич один, который мы приготовили. Ну и
по простоте, мне кажется, по сложности или там по простоте, да, в принципе. На самом деле очень легко это делается. Все ингредиенты, все сырье доступно в любом магазине. Вы это можете приготовить как у себя дома, как на праздничный стол. Очень легко и просто, и вкусно. Мгм. Ну что, дорогие друзья, нам остается только последовать за советом Инны и попробовать. Попробуйте. Попробуйте. Обязательно попробуем.